Salam del megilkuchwa. Arbo e bulkuchwa, arbo Afganch, Pakistanch, Palestinch. Moi, je veux moi c'est dans Масу швоги. И арбо цахельч, все-таки дал арбо Афганч сахачуэль, серг урдуэ, вэшнука, все равно маш он. Фугасил наш Мегатрон. Ibrahim, это короче фейк и бадуи, ну ма люди доштуя. Мелодия. Это чеченский демократический партия был сам. Уга, ассаламу алейкум, чур, бособда. Афганец, почваца Афганец, а чего хинш, салам хайетиш, та дежурный лето. Или ца пакистанец бьет. Stopjörla, dokumент. Мой угол дивился, да? Так, хоть вопрос. Ибраим, пожалуйста, ответь на мой вопрос. Парабеллум. Если адрес Атоса, ты напишешь адрес. Поедем вместе, не то. Ибраим, какие функции выполняет партия ЧДП, как в нее вступить? Партия ЧДП на стадии формирования находится. И функции пока выполнять она не может, потому что для этого нужны кадры. Ну, конечно, не в шуточном смысле этого слова, а имеется в виду люди, которые будут вести политику. Пока у нас политика запрещена, то есть у нас террористы везде угрозы делают по всему там интернету, во всем мире полностью. Вот эта террористическая сеть, полностью, которая, скажем так, толкается через вот эти русскую оккупационную администрацию, через ее всякие средства массовой информации. Оттуда задается тон, потом по всему миру вот эти террористические угрозы происходят. Поэтому как бы у нас люди такие под террористическими угрозами, под агрессия террора террористов находится. Поэтому вот изначально нужно избавиться от террористов, определить их там, я не знаю, кого в психиатрические какие-то центры, халифат, кого там в Афганистан, билеты им предоставить, кого в Гуантанамо. И как бы пробудить параллельно общество информационно от того, с чем мы столкнулись, вот эта идеология, которая над нами нависла. И когда вот уже люди будут не в таком терроре, да, не под террором, не под угрозами, и уже будут нормально как бы заниматься, будет возможность заниматься политической активной деятельностью. Я сейчас растянул этот ответ, но как-то так. Sheriff-partijasega soolts Afganistani Kabuli mostkil havaid, asi Sheriff-part mossu algul äärjooksul jooksul. Так, могу ли я исполнять все функции партии? Я на территории Австрии, город Брейгенс. Ну, можешь, почему нет? Можешь подтянуться тоже к партии. Как ты вот себя зарекомендуешь, мы здесь постоянно пытаемся информационную вот эту деятельность вести. И как бы через вот такие площадки мы находим единомышленников там друг друга.
aga busobna lüyüksü, şeriat lüyüksü, hala. Spürtse also auch getroffen, so steek, laatste beleven boos. Набуешь пать, полностью день для бухов. Только надо, ну, как бы время покажет, потому что вообще в политической судьбе там, чеченского народа, чеченского государства, чтобы участвовать, это нужно, это не одномоментное дело. То есть люди, которые собираются себя, скажем так, на это дело, ну, свои там кандидатуры выдвинуть или себя посвятить, скажем так, этому делу политическому, то как бы нужно здесь зарядиться. Здесь и террористические угрозы бывают, здесь и всяких шпигунов. Вот было такое, даже в партию там какими-то шпигунами понапичкали. Со всех дыр, короче, позасовывали, короче, такое на разобщение, чтобы они работали, да, изнутри. Тоже не прошло. Ну, это все нужно как бы осилить, да, там, идти не... Как бы это дело не такое, да, вот ты выскочил, тельняшку на себя порвал или 10 штук за раз, и потом пошел спать лег. Нет. Вообще общественно-политическое дело, когда в нем человеку, тем более в чеченской ситуации, вот, надо зарядиться на долгосрочную перспективу. То есть ты знаешь, что ты из Бога. Тельняшка, короче, да, запастись тельняшками надо побольше, кальсонами, потом этими портянками, короче, чтобы каждый раз, когда на себе рвать, ватниками тоже можно запастись. Как раньше, как бы мы тут в такие игрушки не играем, да, чтобы тут всяких этих нам было легко, да, в наши вот там ряды втюхнуть каких-то этих провокаторов, шпигунов. Уже как бы опыт есть и более аккуратно к этому делу подходим. Но вот здесь, вот на этих информационных площадках, как бы человека можно со временем, ну, скажем так, узнать о нем, да, и потихоньку через вот это дело уже человек сам показывает, кто он есть, и там аккуратно в это дело вливается. Мы никуда не торопимся абсолютно. Никакой спешки у нас нету. Вообще люди, которые там общественной деятельностью пытаются заниматься, им нужно зарядиться, опять-таки, на долгосрочку. И если человек хочет заниматься общественным делом, он как бы чувствует за собой ответственность, он как бы должен на долгосрочную перспективу приготовиться и вот посвятить, скажем так, себя этому делу. Просто там по-быстрому где-то что-то как-то это не получается. Вообще человек, чувствующий ответственность там перед народом, если не я, он должен понимать, что вообще, даже если если какой-то сейчас логически там какая-то развязка, какой-то к чему-то мы там приходим, все равно это как бы не дает возможность там отойти от общественного дела в сторону, там лечь спать. Вот как после Первой русско-чеченской войны. Вообще непонятно, что-то произошло, да, люди, которые, казалось бы, вышли, жертвовали собой там,
какую-то ответственность за собой чувствовали. Потом эти люди взяли просто, разошлись и дали какой-то вахабне полностью там, используемый вот это вот не осознающий вообще, что происходит, части общества, которая там повылазила, доселе являющаяся там то ли так называемой оппозицией, то ли там участвовала в каких-то рядах национал-предателей и так далее, вот этим людям дали полностью заниматься тем, что они хотят в нашей республике. И поэтому получилось так, что нормальные какие-то люди, которые действительно там искренне следовали там интересам чеченского народа, порядочностью со своей там, они как бы отодвинули их. И вот такие вот всякие как их помягче бы назвать, проходимцы, они оказались в таком, на плаву, скажем так. И потом, благодаря их, негативной деятельности, мы не смогли ни государство свое восстановить, возродить, закрепить его, не предотвратить очередную агрессию русских. Ладно, так и тем, да, что политически, там, тем не менее. Если не я, то кто? Если не Путин, то я бы сказал, Алексей Навальный был шмагиш. Швеция ушел. Если не Путин, то кто? Я бы сказал. Ну вот, Хажа, Дефенд Грозный, общественное, уже как бы дело Мадуига, информационный болба, уже общественный, волк Мадуига, то есть, чтобы людям провести какое-то совещание, провести какую-то конференцию, там, какой-то форум, необходимо там в это, материально как бы вкладываться, потом искать свободное время, кто там работает, кто не работает, там, чтобы всем удобно было, кто-то должен там на больничный пойти, отпуск взять, потом эти все люди собираются. Часто это рискованное дело бывает, если оно там политическое, с политикой связано, тем более, если это с террористами связано, да, которых как бы вот на таких площадках, идеологии которых полностью не то что обсуждаются, разъясняются, да, там подробно. И все вот это дело, оно в разы как бы сложнее, да, какие-то очные вот такие мероприятия там, непосредственно с людьми они тоже должны быть, но если в них есть какая-то нужда, да, там, скажем так, если необходимость такая возникает, то да, такое тоже возможно. А так, в основном, это же самое, без каких-либо затрат, там, затруднений. Вот мы здесь находимся, да, из разных стран люди, в разных государствах, там, городах живем, кто работает, кто нет. В любое время можем вот сюда вот зайти и там формировать и общественное мнение, да, и как бы какие-то общие вот эти вот находить, скажем так, места, В 1972 году в китайской провинции Хунань где мы можем
Во время земляных работ ну, Кофа понимать там друг наткнулся на друга, плотные где мы деревянные можем балки. Подумали, вырабатывать старый какую-то склад. общую Но линию, археологи, приехавшие на говорить место, быстро поняли – это древняя гробница. вообще ситуации Истоки шли происходящей, осторожно, слой за слоем. Когда они углублялись, вообще ситуации происходящей, захороненная более 2100 лет назад, но ее тело почти не подверглось разложению. вообще ситуации происходящей, Волосы и даже внутренние вообще ситуации происходящей. наполнены кровью. Позже выяснилось, это леди Дай, жена знатного чиновника династии. Ее гробница Короче, время, а я Аллаха Бог, духос, Аллаху, что сигнал это музыка, это дальше бесконечно. Сдачи экзамена и с временем вы сами увидите. Да, учишь потихоньку, доучиться до языч, надо потихоньку там, узнать, да, ну, какие там у людей позиции, чем мы занимаемся, к чему мы стремимся. Такая ситуация, что тут шпигун на шпигуне сидит. Имеется в виду сейчас параноик, что отъешь мивать, иногда, то есть черепах сенца на панцирчу, закрыть один и что ойл дать, это понятно. Дела общественно, гулх лило, шальча, аккуратно лило, дьеш гулкас. Цахильча и гулх дух, док, что, знаю, хаюкай бога, тоже сенна ситуация хаюкусь там год назад, скажем так. Там, в рядах ЧДП. Инца шаш облапошит. Кстати, бин был на абац, инца шаш облапошит. Бин айцак ечишься. Ищет ситуацию. Плюс страх яц изю. Разные угрозы, разные таквирши, разные штипал хунтах. Вот что, короче, сагричо. Шаи ходит, кестчох. Что хавар халиф вышел яхват. Так, 5 секунд техническое. В смысле, перезагрузить надо эфир или что? Иллюзиями, что он куда-то выйдет в какие-то международные институты и там будет говорить общественности: не-не-не, мы не такие вообще, у нас нет никаких не радикальных, у нас не было ни террористов, ни исламистов, никого. Вообще, это у вас надурели, это не так совсем. Богша, что раха, на тебя будут смотреть как на обычного наивщика. И да, ты, да, какой-то хороший человечек будешь, говорит, мачо, дикуэлюш, дикуэлю, хакант муж, да? Кест логиштела, хакан, дикуэлю, муж. Но то, что, короче, какая-то политика или какой-то чеченский политический вопрос с места сдвинется, с вот этой всей террористической сетью, с вот этими угрозами, с вот этим вот, там, скажем так, идеологической вот этой нашей составляющей, которая в нашей среде ярко выражена, да, со всеми вот этими говорящими головами, которые заполонили интернет всякими там заклинаниями, всякими религиозными вот этими своими постоянными речами, да. Вот со всем этим вообще просто никогда в жизни никто
никуда. Ты просто будешь ходить, дела, как мадикуэля говоришь. Уэма хезритство, уэма хермадик кантуш. Но извини, что сейчас буду лечески среда целоузе варианты, я чун кенты. Узаес хеши. Сапок кела атар воля душу. Шунда. حتى وين سبوك يلا ده السلام عليكم. Так, вошел. منو بارا سبوك يلا ده здравствуйте. Райскиши сапок кела духует у келдверкен. Ja, صوت وشعري وداتك يلا ده. استغفر. ها Афганистан я мать. Red mal Afghani. السلام عليكم. Валейкум салам. Это живой афганец настоящий. Да, афганец. Валейкум салам, брат. أول شيء خمسة فلا مصدوع ده دي اشترك الأول شيء. وجودك إيه كلا أوك Брат, надо помочь. Нам нужен еще побольше каналов, как бы аккуратно наладить, чтобы наших братьев в шариат переправить. Windows 8 ойнза москала ой. Иншалла, суадыр жахта да гау куа дожился. Яла моя пагал Windows. Пагал هو يا شو الله وقال هناك. يلا моя الحويس москала да. بس пагал شو نسأل يا شو عتو. Where that Windows 8 пагал وقال إنه هم شو ليه موليو. حاجة афганский брат. Свайскому отходить. Да, просто дune десак. Немцам отходить. Ça Да, иди квест. Сделала пуштунский бит турбалите. kannst du pushen? Ja, Pushtun. Red mal, ne? Ja, leider kann ich nicht, aber Deutsch kann ich. Wir brauchen Hilfe, Bruder. Islam scheiße Kurve. Große Hilfe brauchen wir. Es gibt viele Leute, die wollen ins Scharia. Alle wollen Scharia. Assalamu alaikum. Muss man wissen. Ibrahim Nikarho, we Kamel de Sheshuk. Assalamu alaikum. Wa alayna wa alaykum assalam. Toga. Salam. Toga. Shambat. It's a hagen pachak dawal لا مش تبقى خوش بوشتي أولي أنتويتك دوا ساعات تبايشي Studadija išao šup bilete et. Graham Taker. أبسدت ماضي لكتي سنواش قيت مشاهد ستيوار حول ينشي Лички čo? Дай штунда шпацин, evo. Он подписаться один что сообщение я это мы говорили. No. Ответ турда сообщение, я أرجو الله أكبر Забот по хваца почвар я шашу са. Воша содака чорно на комик мир бас тиака ле сатига уил. Тя хач мони он тя хач чмола со. Он юпкя сау. Jēngārba mukanēšu stēlo lukstēs tagad. Cilvēks jau kabuzo vyžukulā šeit. От афганец iš doja isking. Dema le vasus. Ha? بعدين خميل ده شو ملو حنتو شو يميلو Ta Windows moksegät, Windows 8 jari. Windows Akkor felépsön, gyertek busából.
Окарам от бочи базите. Деталите, свободно, давайте, по существу, гумдите, ой, хотя ауга нет уэн, по что, короче, по что, хазаяш бойзуэн, по что уэн. Бочи бази, Алла, рейс, хуйлом, кинг, канал настроить, да это ой, нормально, билетум уже оплат, иру эл, что. Уярса кеф, как бы, такая хендо, ненца уэн. Диква канал, да, цин субуха сразу тилается, видно жительство, что временно, да, еще лучше. Он говорит, что дух нах бой, шарпы, кач лучше, и кач возможности, очень. Цабах бел кифиш, бат, цен угахин, приэйт, да, цен духали, духа хатишан, духали, ища иман, шталгадаш, дюзул шталгабаш, кифишин, ука, ищ кахюкш, да, что пинваш летваш, что денчу, дендир бух, что слабый баш иманец. Тундела и канал вогналайт. Качок, туген, Игорь, да, давайте. Ой, и буду. Игорь, что будет? Хавал окуста серьезно, та канал хум налайдеттен, хум да мадиязу. Лела, что-то гош бусубное. А, что-то бусубное, что поддержки ирву, что-то ямщи. Ну, шабда, что куз Европе хамел бехнеш, кифиш был ломгацон. Просто, что подавля косить шли. Isto mara собрало, соцвело. Просто канал дочь, аж ровый, что. Со канал дочь, а шука, вариант его, сюда шука. Да, если что нормально, то дыха вехнца. Тигр съем кумаин, да? Тигр что ардехер, интернет, тег, медицина, там уровень жизни, вообще образовательная система. Короче, что важно, деркас, да? Еще дек что дагоич. А усал мел хаздой, что это бьёх кефиш волчигаш, хаздает война, что систем ез, что узасан хаз айюдовая боша, что ихум популяризация, что. Сирок, еще коммуница, надо шилу хиросига адаптироваться, да, им шилу, да, шибух табалитин. Цигар вещи, шилом лорер, просто ветля чаш шилахич. Дикселяц, ничего да соусона, ну, буха саговочица. Масни арабисяк нишула. Очень бата. Со связи ослички, что я заврён, что всегда коча, и видео с yok, açık yok kanal, sayıda kanal haydin. Ve urukta da uruk koz kevir şüpheyi açıldı. Kachok da, şilu yok, hayatı ha, tanıyorum sonra gitti. Цига увойся вашу. Удесу, смотришь, уход, экла. Постоянно. Windows, хомваси Windows. Ну, это все, хизер из тата. Windows 8. Вот, Иван Васильевич, керерта, волосуна, посох моя царь, короче, вот скипер, крутой, ну, Люкс вона, это не хизер, 150 штук. Вот экла боча, квет, приятель, думаю. скип это, скип. И Windows, чего оскорбление. Ренессанс, влоги, ребят. Кабул Эйкелер влог, видео снимать, я Марс ящемет, и план шел шуян. Det er også kanal der, altså hvis jeg tror så må jeg få gå ut fra. Lærmer sig jo ikke at tage det så der kan det jo også på en måde. Şu kratera düşünün. Да. Что, там гайта гой чхазалю, это Эйкела, я Şey
Это волчар, се хоча урирем вас. Allah ризқы. Mesela Teikelerle tuli ees listi aluksi tuo populaarinen tuossa. Ja sen slaavit. Так, да что творца тем? Я не знаю, не прокатило, короче, не фартануло почему-то. Нашел. Я ще хватає, то Стыковались надо. som sen popotчик не сломать, само дальнейно уже чуть-чуть быстро, verkkoja. Bilet üyet şu skorosti on se. Zhavenek davvich movaci tsunderože. Один конец üyet movi bilet. Рамштайн. Не, işte да, он хамайлор, что ишнек диезуем, он да чатик сразу. Худомел до цахуш. Сразу чула ситуация. Билет, видишь, сайс учуду билет, не мо есть сатан судакоча осун хаярчан ятан танадатёрчан. Например, тигр уах, короче. Шар волчья кайфа, что ты respect вообще. Бесповоротно, мухтарно. Te koshakätsuga ja juhua staatsa huistusta ja dokkaa dohti aulitsa. Soko kutel buhal nagu, kutel aulitsua. Что-то его гором давали, чего гору мывать уже, да. Да, уже жаух тихий что-то. Video jätson izon, запись on eesel mosta lähti ehkan. Просто аудио se это. Uzun eesel lähti. Радио марш в эфире. Салам Нартияде для халифа. Мостик в Кабуле. Здесь нету людей, здесь одни только тени. Шприц здесь на венах поставил печать. И в лучшее здесь никто уж не верит. И нету здесь сил, чтоб с колен своих встать. Там сверху машины, торговля, конвой. А снизу лишь грязь, нищета и устав. Здесь каждый второй, он с поникшей головой. Здесь каждый, кто есть, он пред Богом не прав. Мостик в Кабуле, вся жизнь тебя мимо, хоть верой вы вроде муслимы, но в грязи здесь сгинули. Мостик в Кабуле, вся жизнь тебя мимо, хоть верой вы вроде муслимы, осуждены пожизненно. А годы идут, а годы летят. Здесь нету понятий намаз или храм. В зловонной грязи здесь скитальцы лежат и душу продали за черный грамм. И страшно подумать, и страшно взглянуть в пустые глаза, что не видят небес. И хочется просто навеки уснуть под тяжестью этих бетонных завес.
Мостик в Кабуле, вся жизнь тебя мимо, хоть верой вы вроде муслимы, но грязи здесь скинули, мостик в Кабуле, вся жизнь тебя мимо, хоть верой вы вроде муслимы, осуждены пожизненно, мостик в Кабуле. Allah resul hiç o ya. Bismillah. Бештвалды постоянно дыч. Радио Машу Цуболцу. Боже, это Машу. Привет. Радик, салам. Салам, радио Машу Борис. Эшиш, магини в Афганистане. Ata johlätsi, te Kabul johlätsi, te johlätsi tako. Mutsarjas do 12 тысяч шахид мопедов, 12 тысяч дебилков больше. Ишь, нажмег. Уж кэром johlätsi. Или ось дагуан виндет, кто швейцарш вот, чистокровный араб борщ. Что он слушал, помнишь? Danis beš, ne, zudri danis svoj bušeš poše. Bilo katemeg. يخبرناش الناس اللي اليوم خليهم أما وين الوقت وين Vode, obuaze, rozo, galata. Se member tala oli. Kenč, samo dokžim. الله يخلي لهم زين وبشيء Lahit zari, sava, sam لأنه غايب وبشيء كروته يحكم كليبيو Može ja Ilburak čuvam, jel čuvam, ha? لا إيه والمرزل صونا قيس دويا إيش دوي Sva problem, ne? Sen su že dažba šukum. يسيا كوسل يعني Sva problem, ne? Za srezu video da vidimo i vežeš scenu, mu što. Je še da vidimo. نجد الله يسخليكم يزيد سغلات رأسه ما يسخلوهم Davom da, sunna. Мы мирный народ. Кстати, мирный народ, мы не хотим воевать. Но, однако же, если Ельцин этого делает, если он этого хочет с нами, мы вполне отвечаем за свой рост, за землю, за наших братьев, за полностью чеченский народ, за наших матерей. Будем сражаться до конца, до единой капли крови. Вот мое слово. Это мнение народа, полностью мнение народа, не то, что у меня. Hıdır da Thomas'ın. Hıdır da za soğuç da ciladı. İşte orada yine orbuza koşuyor. الجوان دعوة بلا ديلا اشتاع بيتها جو غير ديلا ازداتت تغلس ولجينيس دا ولجيش لس تشيدات تا تشغل سيتواتي عدوي اتخينا يكنتي دحكيتن دوي Inochtje om lörde es nochtje om sig. Sat eliolan dui. Kamel des bokus. Wat zijn ik kamel. Zijn in het schena dindo kamel bahan tukwe. Hadog shall see dui way. Way in dit model do rahoken.
داخل تونس لولو ما وحاتس إدي غير شتويتون تكوكش حق غير شتوي زتبتت غير حباخ غير شبوكش Мел дикер, хизер лозунг четкий. Мы за свой народ, вот мы будем за свой народ отстаивать его, отвечать за него. Все, мы здесь вот пришли, там, помогать хотим. Там не одинак бог, шахуду и цацауш, сам не что эти оди хавять, иншалла, шел кефир, шлахукор моего, бошнет. Цыган шабать, это искренне, реконно, короче. Шадуют сук, шали лук цаадол, шабук, шабега. Вот еще он доверчивый, дальше просто такая ситуация, сценарий ситуации, известны, какие они там гордые, смелые, достойные, да, люди для Отечества они были. Та ислам, я тебя Бог идут там. Они за свою родину, за свою честь, Отечество, камерли, что и мой кенты, да, цена. Посмотрел назад, прошлое, просто, ахье, что, нахуй вот слышно, но пока вечером я просто, да, слов не хватает, и руки, да, и время. خيزر أو قير حديث السويتسكي عيدو ونوشش أو قيرن период, короче, первой войны Цундел мажвашочиш, мягкдолш, короче, Цундел барбох, советский айдол, чего ночиш қиерин, короче, мажваш вахиец, это бочиш, далилаш барбох, томсикуй. что советский айдол хукирин, то сохал хуйче, на сошичвай сунгуан дабол, уже время тухтен брать. تعلق تا اوقچون حلقه و عشواتر قشندين قاعدين على المجلات Pyç mayış vende. Erkuş. دايل داعبرش تزارك لازم تزارك أصلا هذا تبغى تزارك شلون تبغى لازم Не, мы Тунсо сюда гет советский айдол قيرني ويا советский айдол бандолш يتني مجنوش درسه تا وي نوچه просто وي نوچه غلقت دوش تا لقشي دين حلقة دعوات مجوش إنز 3 متروي شوابرش واخت просто أدمختر ضاعت وعرق تا شين قاعدين على المجلات وقتون توه وعرق كيت عدل يا ماشي ينجر وقت وشي جواش حلو على زي تكرده وقشون دو على وقت وعرق تعلق تا جي توق دو تمزوس سويتسك عيدل تاني Смотрели мечару, например, Söyle mahka imu khawatha wa mahka bielino majag miqdak shishi tamettiger majli losh mettiger мекли losh mettiger что shishi короче по полочкам разложить тендер. Ну это по сути метод адош majli язык хукш балюши мой артигахал السويتسكي عيدو عايشت وزن حداقري بسوني ما يقدادوش ما جواخ يتصر إلوك تمسكو شوخو تا خجاب بحياة تقع تا مجل شوات تقع تعلق تا وي أكازو يتوي ديشن إسلام دنيا شيء مج خوش خلاص يوم ليلة دي أشبكتك واحد أشت حدا كان أما أشت سويت عيدل وكروش حدا كان أي باي الكروش ويجر وزن إسلام دين حدا كان قير دين إشت أتكتيت دي نختار كذا ويتسوي أمدو فريع دعوات ليش خلدول نختيق أمدو كذا ويتس سويت عيدل حدا كروش إشت دودين ده
мегардачен елеш, скажем, светский, короче, дадах лишь гори шариат, я. Иш доказывается вот по теории тумсо. Хлопой ночиш. Тумзо чва дучла, тумзо дейна хошел иш дал дейцуш модак липайма шичало накшти шаш чвашен мараца китербо ше даш чва кайган дейчтербо дел вохурат хожо хамзаха هيت توقعنا مش فضاسي بوهاري مسلمين شدي ترخو شو عبو جال مودة تاتصورو تقيات يازنك بور هيدا تضينا وش بوهاري مسلم بنوتا حديث بو قدوتا Тузик я ще на цахайне, ходу не до вообще лема змилче, один язик цахайне, тузик ще повністю. Ще парнушки чол, чакавел, ще повний. Во всі тяжкі, короче, ще нормально налил. Тузик чисто хава і тин, нахуй рбавать бешу, це мадець. Це шмакавар, тузикар, цербол буйс. Да, дикдуис хотя бы шамильский полский борщ, хотя бы сейчас ночью борщ целилось. Хотя бы на этом спасибо. Да, ассоциация мировая, что ночью махта, ама бенишь. Или хотя и Бельгия хаошена, непонятно, кем он там. Да нет, я ночь стопудово, ночью Уэллс, да, це den Grund. Извором весны еще in Словакии, еще ночью борщ. Ночью махт бюч. Хама хайцун. Українські мітинги, да, витин, бюч, та хазерунца. Мы чеченцы и дагестанцы, боже. Мы говорим, там, не один, джихад, не джихад. خزن أسي ياشر إيسا كانت يعتنيت يوم تليجرام شغلها اتناسون عرض صحيح واتسون يتسون حاجة روسو ميجا زنبا صوخايت مانس تليجرام شغلها اتناسون ميجا فرينس أوش تتعطون موقع يشوز ميجا البراك شوالقت شو البراك شو خزلوكسي Делай диктатором до турпал сюлешун себе, значит, совет айдолу откатить. Чего диктатор до из... И тумсики гишта, науки, исламские науки, тишь, хаз хадис, диез, как-нибудь эфир запустить майня. Чего хазуйся до мясом, союз. يتون زاني صار وعلى عالك انت نادي بشيرة كي تمسك وامشي خمر يتسك تمسك شوط وان بعض سلامش من أرجع ولا تسهين إذا جشت قلت دينا نبختي شاويلين كش دعوالوي يتبارش عوالش يتنتلو شو دينا считается политу узниколи и приписать твой свой. Каждый интервью пихать, что политической всю жизнь айдол преследует, ну что да бог, что ренцат подешеву, а меньше, что هذا نين شوية زبا مو يحتتيخون دا شوال ناو نين شوية زبا يخون ستيخوش فلجين يحتي Нен хой. Мако По другой линии хербу, да я хой, короче. Кывалил, шо. Язио Орсон тваш ты хватлер бацер дер бог соннениш бозе сонниш те вотер майри там зо ден сен метарон надеронта узник да ецер вейна го видео крутите, что минуты, что два глаз докту. махан и
Делда خزر خويا ماش تقودوي Delda bösen sagt shitdels I trust Sommerwell toen ik is naar die jongens telefoon traffic de meisten telefoner na mobiele telefoon in bösen sagt shitdels Sommerwell شواحد سناب تقيت ليتم هاتيهم أرول بöse de شدة شو تسوقش Dokkers, Lielko, Diasiatana, Vistjan Goro, Dako, Chana, Chaha, Etsagini, Etsas, Delkan, Etsagini, Sudan, Etsagini, Khabardakiter, Satsagator, Mesh, Joe, Ruicher, Chana, Bayerstater, Lied, Kissel, Terstater, Ems, it's a washer, noch Washer, Bayerstater. Ойрон орох даачаар ихлэн гүйсэн гоо даачтай тонан сухан гона мичахала мялц айна масуун хар агент нон зэмзэн цаатал вон очхан я зоена полный курсе Просто не передайте изоляции. Мешханерия. Да, после первой русско-чеченской даже законно мешханер. Понятно, его не короче, рицудах, что это больше метик бэцер дела. Хотя любой, короче, мысль высказать, хай чё хай эра места меша лучше. Да, имел, да, тут полную свободу, душевный, психический, физический, террасун, эра, чё, наханюка, меш верху, абсолютно. Террористов. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Даже Европеон. Sen takiyein vai terroristi vielä videos lageten. Täskalti boit näkert väärsiä zylönen svetter amelgers mun. Mulevnach Mülschbul. Mulevnach der Bu ikers naar Halabo Liesberg. Zeer god Liesberg, zeer dagelijks. Ons nageje Kaabak als Mulevnach Liesbu, wij Peter alayhi salatu wassalam. Lazo shkhad al-aas qiyam di asar khilers Kaabak Mülschbul. Üç der bu. Bu sol şey verje beten kerstiş gerge bin letter bu dal orange wa. Ashmali bu. Del du arabel wol shwotek idakhalakcha. يولوا ماري لشبا يولوا واتشنا يدينا وشون تان كوش واتا وين تان يوشتك هردو هرغاز واتو هوش أبوسو باتشاق قريشن هوش الكيس نارالي موشن أما سباتان وديش برش تش دلين شو عيار يو عاش خير بوش بو شنو واسطة غير واحد الله آمين هذا كيس تيقول يا الله أكبر Бутое, дог, а приводите реферис, дог, про то, что не живите там среди кефира бош. И дается, что приводите теж. А жамел, дика, я ну, тавсиша. Чоха.
Эх, получается, говорят, он еще как. Это не просто, что вахабиш, там не один суфист, муфист. Не. Это действительно дикхушило. Эх, он عايش возраст, это уманаешься. Мимо глаза это вряд ли его прошлось. Просто что диться. Полностью наизусть идеологию и шухи. Его же в Бухару отправили КГБ, чтобы подтянуть иман. Рамовать, не? На этом пути. Правда ли, что вы раньше сказали, что каждый чеченец должен убить 150 русских, чтобы попасть в рай? Нет, я говорил в 95-6 году, призывал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Я не говорил 100, 150, 200, я говорю, сколько можете. Я тогда призывал к джихаду. Так что это тоже не секрет. Но 150 я не говорил. Теракты в Грозном 9 мая. А я это... Да, призывал чеченцев. Да, джихад до двич призывать беш ночи был. Бусал нахма без призывать к джихаду чеченч отбит без. 150 хамел для Мадинацу на самом деле. На каждого чеченца по 150 русских вич был. Ибрахим Хази, хамел. Суманом Хази. Хамел Хази, но что один с один, я не могу только сказать. Именно Цудеш Хазах Суманом. Наха цунгаш тхтана хазняш цунгар хазчу шайгара олша хаза на нукадуча, но именно цу олш Хазах Суманом. Это чисто советский генерал советской выпечки, который... Это я в книгах сказал, простите. Тираж газет упал больше, чем в 4 раза. Что касается до исламского фактора, то какой же он мусульманин, когда он воевал в Афганистане? Он был командиром эскадрильи бомбардировщиков, который бомбил маджахедов мусульман особо тяжелыми бомбами, такими, что попадание их, эти бомбардировки на военном языке назывались изменением рельефа. Это чисто советский генерал, который ударился вот в такую... جوهر تقو شوية قولوا بمبمتاني يغير Да, Джахар четко интервью объясняет, могу сейчас мечахало вообще Афганистана, вообще халовать. Политику с криминальным уклоном и пытается разыграть национальную и религиозную карту. Ваша точка зрения? Извините, я вам как раз таки сказал бы то, что это тот случай, когда наши мусульмане, являясь россиянами, они воюют за Россию, за свою родину, они считают ее своей родиной и пошли выполнять свой гражданский долг. Он российской, советской армии, он сейчас является президентом Чечни. Пользуясь случаем, мотохшор и тем кермаяне. У нас мусульмане за Россию готовы. Вот сейчас иди, готов, будь готовым, иди на джихад. Имам Шамил дал проституток, что? Он, может быть, стал мусульманином, потому что ислам в любое время может принимать любого человека, который покается и станет на путь истины, пойдет по пути Аллаха. Пробовалась уж мою шуну и там. Ты под лахку вел и там. Всевышний Аллах уверует. И, будучи недавно на переговорах в Новогрозном, чеченские полевые командиры нам показали, когда мы разговорились, если Чечне джихад нету, и
Там действительно были исламские формирования, и они показали мне бумагу, где внизу Джахар Дудаев пишет «Аллаху Акбар». Это, говорит, самый большой успех того, что мы добились за последние годы. Видишь, это самый лучший успех, который мы добились. Аллаху Акбар yazını. Жем yok yakıl her dik videoyu Allah рисует her полностью тагает дикюгер, как русские с вот этими своими чубанами запущенными в наши ряды, как они добились лучшего успеха. Целую сначала, просто момент, декерун. Станет на путь истины, пойдет по пути Аллаха, уверует в Всевышнего Аллаха. И, будучи недавно на переговорах в Новогрозном, чеченские полевые командиры нам показали, когда мы разговорились, если в Чечне джихад нету, и там действительно были исламские формирования, и они показали мне бумагу, где внизу Джахар Дудаев пишет «Аллаху Акбар». Это, говорит, самый большой успех того, что мы добились за последние годы. Дудаев уже научился восхвалять Всевышнего Аллаха, он поклоняется Всевышнему Аллаху. Этого достаточно для того, чтобы считать его мусульманином? Да, ислам допускает любой человек, который, я как сказал, покается и станет на путь истины, станет молиться 5 раз в день, 5 раз в день устремляется к Всевышнему Аллаху и очищает свою душу от скверны, он может и при этом он может убивать людей? Нет, только с дозволения Всевышнего Аллаха. А как это называется джихад. Молодец, любимый. Это джихад, когда за веру, когда человек должен защищать свой дом, он должен защищать свою родину, он должен защищать своих детей и женщин. Видишь, ведь не раз, кажется, я слышал выступления... Секунда. Видишь, в России можно говорить за веру, когда за джихад убивает, за слово Аллаха убивает. А когда ты говоришь за национально-освободительную войну, как бы за национально-освободительное движение воевать, там вот этому бы по его этой шапке ударили бы, и он покатилась бы эта шапка. Человек должен защищать свой дом, он должен защищать свою родину, он должен защищать своих детей и женщин. Но простите, ведь не раз, мне кажется, я слышал выступления мусульманских духовных авторитетных лидеров, которые утверждали как раз, что джихад могут объявлять только духовные лица, и что права на это Дудаев никакого не имеет. Дудаев его не объявлял, как раз таки объявил духовное лицо муфти Чечни. И как раз таки он от этого и страдает в данное время. Кадыров. Он объявил ее, но другие силы, реальная жизнь сильнее нас, получается, начали теребить, и поэтому... И он страдает поэтому, Бог. Представляешь, Кадыров страдает даже, Бог. Дудаев его не объявлял, как раз таки объявил духовное. Оксем, Кшука, Хуза, Хагу, Шушу, Миша, цепочкой, как они к этому шли. Духовное лицо муфти Чечни. И как раз таки он от этого и страдает в данное время. Он объявил ее, но другие силы, реальная жизнь сильнее нас, получается, начали его теребить, и поэтому он претерпевает очень сложное положение сейчас. А вы не помните, Александр Михайлович, когда мы с вами встречались лет 5 назад? Не помните такой передачи? Ну, мы с вами часто встречались? Нет. Вот это, по-моему... Сразу просто озвучить хочу, что вот эти данные ролики из общественного пространства, которые мы здесь
любые высказывания, не соответствующие там правам человека, не соответствующие там правилам вот этого ТикТока, не соответствующие вообще международному праву, полностью не поддерживаем это и осуждаем. Просто данные ролики мы здесь показываем, транслируем в качестве документальных, скажем так, аргументов, да, и чтобы просветить публику, вот как на тот период все вот это вот работало, кто стоял за теми или иными там идеологическими движениями и как это все работало. Сейчас вот пришли к власти антикоммунисты. А я сказал, что человек не может превратиться, изменить мгновенно свою сущность. И так же, как он не может из приматов перейти в членистоногие. А это перевертыши. Вот наше бедствие сейчас – это господство всплывших наверх перевертышей. Вот таким, по-моему, и является Карас-Будай. Он выучил 2 слова, пожалуйста, Аллах Акбар, и он уже представляет... Реза, мать любимый. Вас не пугает? Вас не пугает то, что именно в исламских государствах религия является основой агрессивной политики? Ага, молодец, шпигун. Но я вас уверяю, то, что это не религия, это не знание религии. Проблема не в исламе. Хамейни плохо знал религию. Но последовательно... Вам это что-нибудь напоминает? Нет, массу Горчаева, идеолога, начиная от Закаева, там, кончая Рузиками Абдурахмановыми. Полностью. Это неправильно, ислам, да. Это не... Проблема в том, что они неправильно его понимают. Вот у нас правильно. Является основой агрессивной политики. Меня это не пугает, но у нас я вас уверяю, что это не религия, это не знание религии. Меня это не пугает, но я вас уверяю, что это не религия, это не знание религии. Проблема не в исламе. Хамейни плохо знал религию ислама. Хамейни хорошо знал, но последователи, он может быть Хамейни оказаться плохим администратором. И я понимаю, к чему идет этот вопрос. Нет, вопрос идет к тому, что можно ли насильственно переустраивать мир? Молодец, любимый. Нет, желательно, чтобы ее устраивать. Цухайна, дик киечует, он четко, вообще дик начитанный, грамотно, молодец, Цухайна, со еще жимолш, он постоянно, когда ехшолар, со в телевизоре, ходишь, самодер хэришта, даться олды, оказывается, хинц дик киеток, да, около нормально, что прямой чуться, твуш, шковырять, бешишь потихоньку. Да, я это. Да, боже, Юрий Чабан Габнюкову сразу растерялся, короче. Я знаю, к чему ведет это туда-сюда. Насыпался, расплыл. Да, поплыл. Что это не религия, это не знание религии. Вас не пугает то, что именно в исламских государствах религия является основой агрессивной политики? Меня это не пугает, но я вас уверяю, что это не религия, это не знание религии. Проблема не в исламе. Хамейни плохо знал религию ислама. Хамейни хорошо знал, но последователи, он может быть Хамейни оказаться плохим администратором. И я понимаю, к чему идет этот вопрос. Нет, вопрос идет к тому, что можно ли насильственно переустраивать мир? Нет, желательно, чтобы ее
устраивает миссионерский, но если она не получает, если есть к этому некое правило, и духовные лица, если видят какой-то фактор, где уже надо ее внедрять с помощью меча, то это тоже один из методов. Но это же не исламу религия, это какой-то зря коммунизм. приписывают. Але представь, не? Полностью тлобин цицк дехот любимостуна. Полностью Горнюку пришлось как бы, как это работает, высказать. И к моменту из точности разговор Дэниуса Джалимуса с Закаевым. И вот он повторил Хачалаев с любимого. Ее внедрять с помощью меча, то это тоже один из методов. Но это же не исламу религия, это какой-то зря коммунизм. приписывает такой некий агрессивный фактор. Это образ мусульманина, который как раз таки создала западная пресса. И сейчас ныне ее подхватила, эту эстафету подхватила российская пресса. То, что мусульманин это плохо, образ мусульманина это жестокого человека, террориста, это некоего тупого человека, это то, что Ну как же он это? является... За радикалами же стоял Запад. Ну как так? фанатиком. И Так нет, вы сами ничего, подтвердили, вы сами сейчас подтверждаете, на мой взгляд, агрессивность вот некую ислама как религии. Я бы считал иначе. Агрессивность, если на то пошло христианство, или все крестовые походы, то, что сейчас 200 лет в России идет экспансия на Кавказ. И как раз таки, уважаемый Игорь Ростиславович, называет ее работой, то, что русская армия уничтожала кавказцев, и, к сожалению, православная религия ее благословляла на это. И это вы называете гуманностью? Нет, я это не называю гуманностью, отнюдь. По-моему, Вы считаете, мусульмане истоки только чеченской защищают. войны связаны с кавказской кампанией царской Насчет власти? чеченской войны. Чечня же не пришла на Россию. Чечня же она не пришла в Ставрополь. Россия пришла на чеченскую землю. Она уничтожает чеченские деревни, мирных жителей и детей. И говорить тут о некой мусульманской агрессии просто было бы несправедливо. Я вот тут вообще назад был в Чечне. Не состыковка получилась. Да, я Не не согласен, что согласен. речь идет не об исламе, что люди, которые там действуют, эти террористы, это как раз не убежденные мусульмане, это настоящий уголовный элемент. Но я был год назад в Чечне и видел страшный террор, который в период Дедаева против русского населения совершался. Убийства, избиения, изнасилования женщин, детей. Больше 10 тысяч убитых. 200 тысяч убитых. Ничего себе, ой, устоперло. Российская милиция с лицами кавказской национальности? Где это делает? 200 тысяч. Вот в данный момент я гражданин России, у меня требуют, где вы зарегистрировались, где остановились, где прописка. И это вы можете сравнить с тем, что 200 тысяч людей превращены в нищих и изгнаны из своей земли, на которой они жили. Разве это сопоставимо? Миллионное чеченское население, сейчас против него идет геноцид со стороны российского руководства. А это чем назвать? Это не геноцид, Объясните, а война, пожалуйста, в вы которой русский страдают. интеллигент, российский интеллигент, и вы гуманный человек, вы европеец, вы цивилизованный человек, и вы подписываете статью, где вы говорите, что вопрос на Кавказе надо решить силой. То эти люди понимают только силу. Они уважают только силу. Нет, я этого не говорил. Ну, там написано. Давайте обсудим. Мы И это вы обсудим. войну против кавказцев называете работой. То, что... Надыр Хачалаев, оставайтесь с нами. Надыр Хачалаев, 37 лет, председатель Союза мусульман России. Окончил литературный институт имени Горького. Автор научных трудов по проблемам народов Кавказа. Участник переговоров по освобождению заложников в Кизляре и Первомайском. Считает, что мусульманские народы, населяющие Россию, неотъемлемая часть российской истории, культуры и политики. Спасибо за аплодисменты. Игорь Ростиславович, вас, в принципе, считают сторонником жестких методов.
Я считаю, что никакое государство не может существовать, когда в нем образовался такой чисто уголовный центр, из которого идет торговля наркотиками, фальшивые банкноты. Факты есть. Ну вот прочитайте отчет комиссии Говорухина, это целая книга. В нелегальной торговле нефтью, когда идет террор против вот большой части, в данном случае русского населения Чечни, закон должен быть восстановлен любыми силами, способами, которые для этого нужны. Если этот закон не будет восстановлен, то это будет признано тем самым как бы возможным, легальным такое положение. И, конечно, будет соблазн повторить его в других местах, потому что такая уголовная деятельность, она, конечно, приносит грандиозные деньги. И таким образом страна начнет вообще при этом рассыпаться на части. Как вот Советский Союз начал с Литвы разваливаться и потом пошло обвалом, также есть опасность развала уже России на части, начиная с Чечни, от чего будут и мусульмане, и русские одинаково страдать. Игорь Ростиславович, я вам проще скажу. Мы, чеченцы, дагестанцы, татары, башкиры, все мусульманские регионы России, воспитаны на русской классике, на русской классической классике и, можно сказать, на советской идеологии. Нас, может быть, осталось-то очень немного мусульманского, но только она начинает уже зарождаться в данный момент. Вы гуманный человек, ну подарите чеченцам свободу. Они хотят свободы, но отдайте им. Почему вы взяли на себя такое право? Откуда вы взяли? Указывать им, заключать их границы. Это их земля. Значит, депортировано 200 тысяч русских. Подождите. Из Чечни. Это неправда. Я был на переговорах в высокогорном селении, чеченском. И когда увидел там, как раз таки это такое село, которое считается промуджахедским, исламским, таким непримиримым, я увидел русских женщин, которые в соседстве живут с этими муджахедами. Одно другого не исключает, к сожалению. Есть реальные цифры. Жестокими людьми, как вы считаете. Они прекрасно живут, они абсолютно даже никаких претензий не имеют. Мы их, наоборот, защищаем. Это наши люди, говорят. И такого нету. В Чечне такого нету. Вот, в Грозном, чтобы наоборот, чеченцы кормили, защищали. Я вам назову массу фактов. Бывает и так, к сожалению. В том-то и дело, что... Война началась случайно, по-моему. В том-то и дело, что речь вовсе не идет о воле чеченского народа. Речь идет о вот этих вот формированиях военных, которые составляют ничтожное меньшинство. Я помню громадную толпу в Грозном, когда мы там были. Это были женщины там в основном, и русские, и чеченки. Они говорили, больше всего мы боимся вывода войск. Будайцы начнут нас кстати, мне тоже стрелять. очень многие чеченцы говорили, что они больше всего боятся вывода войск, потому что начнется междуусобная война. Нас начнут стрелять, они говорили. Понимаете, нам надо в такой момент быть уже профессионалами, пусть уже время детского такого подхода, уговаривания и наставление уже прошло. Раз законно избранный президент Джохар Дудаев хочет свободу, ну дайте им свободу. Ну посмотрим, что они с этой свободой сделают. Может, они получат такое внутреннее удовлетворение, внутренний комфорт от этой свободы. Они почувствуют себя достойными людьми, они почувствуют себя хорошо. Если вы уже так считаете, что они очень жестокие люди, которые начнут убивать. Нет, я этого не говорил. Я говорил только то, что не все чеченцы, может быть, считают, что Дудаев законно избранный президент, и не все чеченцы считают, не имеют возможности вывести войска — это хорошо. Пожелание. Понимаете, Кавказ – это древняя земля. Ноева земля, библейская земля, со времен потопа, откуда спустилось все человечество. И вы, россияне, ничем не хочу вас этим обидеть. Вы считаете, что земля... это хорошо. Пожелание. Понимаете, Кавказ – это древняя земля. Ноева земля, библейская земля, со времен потопа, откуда спустилось все человечество. И вы, россияне, ничем не хочу вас этим обидеть. Вы считаете, что вы можете учить, указывать кавказцам? Ну дайте этим людям, вот я говорю, у них хватит мудрости, высоты духа, чтобы, может, не постреляться между собой, не убивать друг друга. И те русские, которые там находятся, они вполне себя спокойно чувствуют, я так думаю. Вот здесь в зале за моей спиной сидят русские, которые живут в Дагестане. Никакой разницы нету, и они вполне себя, по-моему, комфортно и уютно себя чувствуют в Дагестане. И Чечня, она была всегда неотъемлемой частью Дагестана.
И чеченцы себя всегда исторически считали дагестанцами. В Европе после войны был признан как бы принцип, который потом был закреплен. Всегда неотъемлемо, никакой разницы нет, они полностью... Дух содержится, и дух постоянно дегеста, бог. Чундел. И дегеста, что за дегеста? Короче. Любимо сялик декладула Европе. القطع دكتورة إيش يوروبي سيري чуму бахкен лючон ночь бойл. Комфортно и уютно себя чувствует в Дагестане. И Чечня, она была всегда неотъемлемой частью Дагестана. И чеченцы себя всегда исторически считали дагестанцами. В Европе после войны был признан как бы принцип, который потом был закреплен в Хельсинки, нерушимости границ, и потому что люди просто не поднимают вопросы тяжелой европейской истории, когда разные народы убивали друг друга. Но там ислама не было. Вы считаете, ислам имеет право на переустройство мира? Нет, я этого не считаю. Я считаю, что ислам одна из гуманнейших религий, которые требуют ежедневно 5 раз в молитве от мусульманина гуманности, сострадания другому своему собрату. И даже в исламе считается, все живое и неживое на земле сотворено Всевышним Аллахом Субхану ва Та'ала. И он требует гуманности. Не только к мусульманам, и не мусульманам тоже. Кстати говоря, христиане для нас это братья по религии, иудеи тоже. Потому что у нас единый Создатель, и мы их только к мусульманам, и не мусульманам тоже. Кстати говоря, христиане для нас это братья по религии, иудеи тоже. Потому что у нас единый Создатель, и мы гуманности. Не только к мусульманам, и не мусульманам тоже. Кстати говоря, христиане для нас это братья по религии, иудеи тоже. Потому что у нас единый Создатель, и... Топа. Шахидов, Адамс, христиане, иудеи, наши братья, и Джалабагдо. Ож милуется, ух, вообще, Христос уже, вот, за поп. Милуется, ночится, поп, с Украины, да, вот, там-то. Ладно, наехать, це договорю. Це договорю. Хитана. Мы их для ислама являются врагами только Я думаю, язычники. сейчас нас смотрят женщины, которые сидели в больнице Буденновске, и дагестанские дети. Создатель, и мы их для ислама являются врагами только язычники. Нас смотрят женщины, которые сидели в больнице Буденновске, и дагестанские дети, которые были в больнице Кизляре. Я боюсь, что они не очень хорошо понимают, что вы имеете в виду. Ну, не надо связывать разные. Ну, я также могу спросить Игоря Ростиславовича, как же вы требовали вот этой статьи, чтобы жестко были решены вот этот буденновский конфликт. Как вы предлагаете, вот, например, в тот момент, как могла армия решить это силовым методом вот эту проблему? Ну вот в Первомайске пытались уже решить. Да, попытались выйти, там что получилось. А вы считаете, что можно решить силой эту проблему? Общая практика терроризма, существующая уже давно и опробована в многих странах, показывает, что террористами на переговоры идти нельзя. Капитуляция перед террористами, может быть, спасет некоторых. Совершенно верно. А поможет гораздо больше. То, что происходило в Буденновске, это значит, террористы спросили, как можно так поступить? И правительство российское сказало, да, и очень можно. И после этого Кизлярский Первомайск были предсказаны обязательно. То есть кровь, которая там лилась, она лежит на тех, кто вел переговоры. Вы на премьер-министре и президенте России. Да? Но чеченцы живут по всей стране. Я так понимаю, что полностью всю территорию невозможно контролировать. И если вести себя очень жестко, то, наверное, это будет вызывать какие-то последствия. Так, что значит жестко? С террористами надо вести жестко себя. Террористов не так много. И в Чечне вот эти террористические формирования составляют меньшинство. Ни о каком праве чеченского народа решить свою судьбу сейчас речь не идет. Речь идет о том, чтобы прекратилось господство человека с автоматом, который может ворваться в дом и перестрелять семью или убить себя. Должен быть закон царствовать. После этого можно ставить вопросы, уже обсуждать только вопросы. Вас такой подход не устраивает? Надо спросить у этих террористов, являются ли они террористами. Конечно, мы осуждаем. Ислам осуждает всякого рода насилие.
И то, что они зашли в больницу, это не делает им чести, конечно, мягко говоря. Это что? Я хочу. Ночью Магенхом ходу Гардух террорист больше. Вообще-то там была диверсионная операция против русского террора проведенная. То есть, когда попытались показать русским жителям России, как вот бывает, как их армия поступает, как она борется в Чеченской Республике. И эта диверсионная вылазка, она была удачная. А насчет того, что был ли это терроризм или нет, и основная это не он, админ. И коротко, и Гайтич, да, как мир воспринимал это. А вот с террористами, действительно, вот с русскими террористами сейчас весь мир не должен договариваться. Потому что если сейчас дадут им слабинку, там, отдав Украину или часть Украины, то это уже все. Они уже почувствуют еще больше вкус и так уже доигрались. Крым, Донбасс, Дайр, Цундецанец, Идеаш Букуш, Чайка, Опорже. Скажем, увеличить тело. Добре, пластинку вообще включаться. Поставьте из пластинки. Алло. Еще увеличу. Sen даешь. Сохеш мауи. Wow. До вечная война. Киншк, что Бакаев связан. Все цитаты, короче, собранные устами врагов и друзей чеченцев. И вот то, что Ельцин про это говорил. Всех этих падл уничтожить. Сутки-полтора подготовьтесь как следует, чтобы что-нибудь там не натворить, понимаешь, во вред себе. Чечня – это центр международного терроризма, коррупции и мафиозности. Чеченцы – это же все бандюги, понимаешь. Эти черные повязки, понимаешь, навязали на головы. Всех их будем уничтожать. Я сам являюсь заложником этого кризиса. А мой друг Билл поддерживает российскую акцию подавления мятежа. То есть российская акция подавления мятежа. Билл, якобы коллега, вот американский президент, это поддерживает. Это Борис Ельцин, президент Российской Федерации с 91 по 9 год. Заявление на совместной пресс-конференции с президентом США Уильямом Джефферсоном Клинтоном на саммите в Галифаке, Канада, 95 год, 18 июня. И вот Билл высказывается. Моя позиция по поводу чеченского конфликта абсолютно не та, что приписывает мне президент Ельцин. Конечно, я против всякого терроризма, но не односторонне, не в пользу одних против других. Терроризм, если уже применять это слово, начался с нападения российских вооруженных сил на Чечню. Он был присущ всему способу ведения этой войны. То, что произошло в Буденновске, лишь логическое развитие событий. Уильям Джефферсон Клинтон, президент США с 1993 по 2001, заявление на совместной пресс-конференции, там же с президентом РФ Ельциным, на саммите в Галифаке, Канада, 18 июня 1995 год. То есть вот отношение мировой общественности по поводу Буденновска и вообще в целом
по той ситуации, то тут, конечно, западный лидер подчеркивает, что терроризм начала Россия, напав на чеченцев. А вот это уже как бы логическое последствие произошедшего. То есть уже продолжение вот этой войны. Просто Русня всегда вот пытается, да, там, Америка нас профинансировала, Америка, вон мой Блин Клинтон, короче, он постоянно меня поддерживает, там, в этом, туда-сюда. Никто террористов или террористические действия не поддерживает. Просто когда нас с помощью этих идеологий подсадили на вот это дело, и доселе чеченцы стояли на позициях там, государства, независимости, и вдруг после этого ваххабиды начали говорить там, про джихады, про провозглашение джихадов Америкам, там, Израилем, Европам, про то, что Америка опаснее, чем русские. Вот там уже полностью то, что русские про нас говорили, да, всему миру, там, это террористы туда-сюда. Поэтому то, что они говорили, вот это вот подтвердилось. То есть через Бараевых, через Ахматовых, которые людей похищали, через других полезных идиотов и провокаторов. Вот это вот все полностью мировой общественности предоставили. И с этого уже времени абсолютно как бы начали относиться равнодушно. Так, что там? Дальше на цвет. Но Шамиль Басаев сам, как он выражается, его люди, они говорят, что это была диверсионная операция, которая запланирована была. Почему наших людей убивают, наших детей убивают, наши села уничтожаются? Это не считается терроризмом, государственным терроризмом. А то, что мы сделали вот такую вынужденную оказание. Кстати, у самого Басаева русские террористы, у которых самолеты, танки, оружие массового уничтожения, они как раз за месяц до этого буквально, в мае месяце 95 года, полностью самолеты разбомбили абсолютно вот это жилые дома, да, в деревне, в родовом селе Басаева, и там погибло его 11 близких людей. Сестры, там, племянники, в общей сложности 11 человек. Это за месяц вот эта террористическая акция была русскими проведена, до того, как уже Шамиль возглавил вот эту диверсионную вылазку в Буденновске. Просто вот русские именно воюют вот так с родственниками. Это всегда по сей день вот это адаты, русские адаты, традиции, культура, захват близких родственников. Террористы как вот они захватывают всегда. Захват близких в заложники. Это еще с 18-19 века они называли аманатство. Это русская культура.
русский адепт такой. И вот это монадство они применяли, то есть захватывая близких родственников или уничтожая, чтобы как бы деморализовать противника, то есть метод террора. Из больницы, они об этом действительно сожалеют. И это ничем нельзя оправдать, но они об этом сожалеют. И это считается терроризмом. Почему же тогда, да, это терроризм, почему же тогда российская акция, вот федеральных войск Чечня, это не считается терроризмом? Кстати, я попросил бы вас задуматься о том факте, вот, например, спросите у самих солдат. Они сожалеют об этом, они чувствуют, что они воюют с народом. Ну, я считаю, кстати, что высказывание Грачева, что на выстрелом будут отвечать тысячи. Да, здесь он как бы по-честному высказывается. Это тоже попахивает терроризмом. Ну, это глупость, скорее, просто. Потому что нет этих тысячи, и не будет такого ответа. Вот эта политика громких фраз и бессильных действий, она как раз к этому кровопролитию приводит. Глупость первого лица в армии. Давайте не будем его отсутствие говорить. Кстати, одну секундочку. Надо отметить, что данная диверсионная операция была запланирована против российских военнослужащих, ФСБ в частности, в Москве. И Шамиль со своим отрядом, они как раз направлялись в Москву, то есть чтобы на месте там замочить и ФСБ, и там погибнуть, и там как бы довести уже вот это вот, ну, привести туда к ним прям в логово их. И получилось так, что об этом сам Шамиль там интервью давал, и весь мир это знает. То есть получилось так, что денег не хватило им дать на посту, слишком как бы много захотели, и они смогли только до Буденновска доехать на вот этих КАМАЗах, там сзади в кузове они лежали, и на постах их пропускали, не проверяя за бабки. И вот уже на Буденновском посту у них закончились просто бабки до Москвы доехать. И там пришлось уже там развернуть вот эту военную операцию. Они, кстати, там захватили военных в Буденновске, полностью разгромили их вот эту часть. И со своими ранеными им пришлось прийти уже в больницу. Хотя русские там роддомом это называют. Я тоже это как-то по случайности как бы их вот эту пропаганду где-то тоже как-то ляпнул. Потом один какой-то там Будулак, какой-то провокатор, мне еще писал, короче, вот, типа ты русские нарративы прогоняешь, да? Такое тоже бывает. То есть, когда со всех микроволновых утюгов русские эту информацию распространяют, вот, бывает такое, что ложно как-то их ты как бы дублируешь, да? И что и в этой вообще-то больнице там чисто родильное небольшое отделение, как и во всех городских там больницах бывает и родильное отделение. Они просто именно акцент сделали там на вот это, типа роддом, там туда-сюда, я помню это еще тогда. И тем более, если мы о будулаках там еще будем с будулаками это параллель проводить, да, вот с идеологиями будулаков, то отличие от будулачества, там 4.24, 4.25, там и куча других еще аятов, которые дозволяют изнасилование там захваченных женщин. В отличие от будулаков, чеченцы, когда были далеки от этого будулачества, вот, в частности, там сам Шамиль, он приказал расстрелять, то есть как бы всех предупредил, что если там с ним, там нет, по-моему, там некоторые были тоже какие-то мутные, там несколько человек, по всей видимости, там с наркотой, с вот этой связано. Тем не менее, сразу, чтобы никто, короче, не
из них даже не подумал этого делать, он сразу там предупредил, что расстреляет. Просто если узнает, что кто-то там до женщины домогался или там коснулся. То есть это если проводить с вот этим будулайчеством, то Шамиль полностью шел там вообще против там 5-6 аятов Корана, как минимум, не считая уже там сунну и так далее. Такую позицию? Да нет, конечно, должны быть... Собственно говоря, к середине лета прошлого года проблема вообще была решена. Террористы были загнаны в верховье ущелья, отрезаны от всякого доставки к ним вооружения и припасов. И вопрос недели был конца. И вот это была акция отчаяния в Буденновске, и капитуляция нашего правительства в Буденновске начала заново эту войну. И вся эта кровь уже теперь льется только в результате этого акта капитуляции. Игорь Шафаревич, оставайтесь с нами. Игорь Шафаревич, 72 года, академик, в прошлом активный правозащитник. Это тоже надо. Статей по общественным проблемам России. Член Политсовета Фронта национального спасения. Считает, что исторический расцвет России невозможен без возрождения, в первую очередь, русского народа. Ну да, вот такие ублюдки, шовинисты, фашисты русские, это как бы они стояли за всей вот этой кровью. И вот этих сук, я извиняюсь, извините меня уж, просто в адрес убийц своего народа я как бы лучшими словами не могу выражаться. Вот такие суки русские, они, к сожалению, не понесли все еще ответственность. И даже посмертно они должны быть как бы приговорены, да? То есть вот что эти люди являлись там народоубийцами. И вот то, что он говорил, это тоже действительно, вот эта вот операция, диверсионная акция, она дала, из-за нее получилось там передислоцироваться и уже как бы собраться и дать последующее там 6 мартовское осаду города Грозного, а затем и 6 августа, которое было. То есть вот эта диверсионная акция, она действительно как бы поспособствовала тогда тоже вот этой победной, великолепной, блестящей операции в дальнейшем произошедшей. Спасибо за аплодисменты. Вчера президент России Борис Ельцин принял участие во встрече в Египте, посвященной международному терроризму. Завтра пройдет Совет Безопасности, где будет обсуждаться чеченский конфликт. Власть очень озабочена этой проблемой. Как вы считаете, может ли Россия найти какой-то баланс между Западом и Востоком в этом смысле? Может ли война в Чечне, ее все равно какое-нибудь разрешение мирное? Вопрос о том, что значит может, это очень сложный вопрос. Но вот это было постановление, вот о котором вы сказали. Терроризм имеет длинную историю. Все помним революционный терроризм в 19 веке. Я говорил про встречу вчерашнюю. Да, просто интересно, почему я вспомнил эту встречу. Западная пресса назвала ее форумом миротворцев, а вот одна сирийская газета написала так: это совещание по организации международного колониального терроризма против национального Вот на эту тему я и хотел бы высказаться. Где эта грань? Вот я хотел бы высказаться на эту тему, что опасность 20 века заключается в том, что терроризм страшно расширился. Появились терроризмы национальные, баскский, ирландский. А, наконец, появились террористические акты громадных государств. Такой, я считаю, например, оккупацию Панамы и захват панамского президента Соединенными Штатами, бомбежку Ливии, захват Ливана Израилем. И таким же актом государственного терроризма я считаю расстрел парламента в России. И эти вот люди, виновные в этом колоссальном терроризме, встречаются и призывают к борьбе терроризма. Это страшное лицемерие. Там не хватало только Дудаева с Басаевым, чтобы он тоже призвал бороться с терроризмом. Ну, Александр, я хотел бы заметить то, что даже вот здесь на передаче вы даете приоритет своему
можно сказать... Все славяне- конфликты, за которыми стоят русские сейчас, он перечислил, да, там, Ливано-Израильский, Панамский, там, и сами себя, когда русские мочили из танков. Вот эти, как бы, все деятельность, за которой стоят русские спецслужбы, он называет, как бы, ну, то есть неудачные русские операции, да, там, которые получили ответку, он называет терроризмом. Все время... Боюсь, что он считает иначе. Ну, теперь я вынужден. Это уже удар ниже пояса, пожалуйста, вам слово. Ну, я считаю, что Россия не может, потому что она даже хотя бы не имеет морального права от того, что вот если по-исламски подходить, у нас в исламе, если ты хочешь кому-то что-то говорить, ты в первую очередь должен у себя дома навести порядок. После только остальным говорит, это ты не имеешь морального права. И меня удивляет то, что российские первые лица выезжают в Боснию, они выезжают на Ближний Восток, наводить какие-то порядки, некие непонятные для нас, и принимать документы, тогда как она у себя дома не может навести элементарный порядок и соблюсти элементарные права человека. И вот уже 11 лет, как объявили перестройку, мы движемся к ней, никак не можем дойти, и ждем правового государства. Нам обещали свободу, нам обещали суверенитет. Мы даже от такого восторга, тихо, шепотом, жмуря глаза, вот говорили об этом суверенитете, и от счастья ничего не знали, что делать. Мы к этому шли. И вот уже настала пора, вот Россия бьет кулаком по столу, говорят, все уже, хватит, игры в суверенитете кончились, российская граница. Первая заявила вот Чечня, вот полный рост, потом вот Татарстан и Башкортостан. И вот теперь нам Но вы не говорят, можете уже всё отрицать, что кончилось, военные акции в Чечне... и права человека нарушаются. Они были проведены в связи с тем, что нарушались права людей в том числе. Чеченская проблема – это порождение России. Это вы сами как тут утверждаете, это Дудаев, он воспитанник России. Все, что в нем есть отрицательное, если она есть, это есть от России. А то, что в нем уже положительные подвижки есть, это от ислама. Но вы понимаете, если Чечня отделится, что экономически Россия ее просто уничтожит экономически. Она ее просто изолирует, Россия. Понимаете, мы испокон веков... Вы уверены, что вы можете говорить от Александр, имени всех чеченцев? Испокон веков жили на этой земле, обрабатывали ее, любили мы свою эту землю, выращивали хлеб на ней. И от голода не умирали, и дальше тоже не умрем. И соседей своих будем кормить, иншаллах, с помощью Всевышнего Аллаха, Субхана ва Та'ала. Говорит о том, что мы от голода умрем, мы поможем ей. То есть вообще так, судя по нашему сегодняшнему разговору, вообще-то сожительство мусульман и христиан на территории России это такая проблема болезненная, поскольку вы не можете найти никакого компромисса. Конечно, совместное жительство любых людей болезненная проблема. Разные люди с разными характерами вы должны жить вместе. И в браке всегда трудности имеются, и у братьев и так далее. Я не говорю про Чечню, но целый ряд мусульман. Вы же глава Союза всех мусульман. Коран благотворительно воздействует. Прекрасно, да. Очень хороший ответ. Но Библия не намного хуже, вы согласны? Не намного. Библия признается нашим исламом, признаются все священные книги, спосланные сверху. Давайте дослушаем. Главные проблемы у нас общие. Обнищание России, разграбление ее, уничтожение образования, медицинской помощи, науки. Все это наши общие проблемы. Нас превращают в колонию низшего уровня, в питательный какой-то материал для вот золотого миллиарда Западной Европы и Америки. Конечно, при этом им наше ослабление очень приятно. И поссорить нас, столкнуть – это один из самых лучших путей. И, конечно, кто действует на этом пути, получает всегда поддержку. Но нам, не православным, условно говоря, которых 120 миллионов, не мусульман, условно говоря, которых 20 миллионов, скорее все это выросшие на культуре с православными корнями или с исламскими корнями, нам никому это, по-моему, благо не несет. Хотя это и сложный вопрос, вы решать надо, конечно. Более того, я вам скажу, что недавно мы были в Ставрополе, где нас принимал митрополит Гидеон. С ними подписали договор, обращение к президенту, правительству России о том, что ни мусульманам, ни христианам не нужна эта конфронтация, эта война.
и мы потребовали, чтобы остановили эту войну. И дали людям самим разобраться в этом. Кстати говоря, мы и в Первомайском разработали такой метод, где мы могли бы обойтись без крови, но приехал Куликов и Барсуков, которые даже не посоветовали с нами, взяли, решили по-своему, пушками, градами, там, чем только невозможно, устроили кромешный ад. И, конечно, наказание в этом им показалось такое, открылась их ложь, зловещая. А вы не очень уверены в себе? Не слишком ли вы уверены в себе? Я уверен на 100%. Исламские государства изгоняют русских. Так произошло в Чечне. Представьте себе, если Татарстан... Я сам дух мале баштуцу. Пес йохи мадируа, короче. Уверенно камел дешмово. Но как он уверенно сейчас убах, потому что я гибну колды. Да дело в том, Насчет что, Чечни. послушайте, как из Татарстана объявит суверенитет? В Татарстане живет татар в несколько раз меньше, чем в России. Ну, я не виноват ведь перед вами, что мои предки захватили или не захватили Казань. Как и вы не виноваты передо мной, что Золотая Орда захватила в свое время большую территорию России. Я бы попросил бы задуматься над Да, действительно. Охчуяз, майор, мадикну, отрайский каналчик, хашсавьеш, капитально, психик, галвах, карцер. Действительно. Чё, ниц мабуартер. Представь, вообще, когда до 105, YouTube, шецер, не было тогда ни инстаграмов, ни ютубов, ни каких-то других каналах, не вы, как вот сейчас, через тиктоки, на западную прессу, там, на кого-то. Абсолютно. И мы сидели вот так вот, своих убийц и террористов слушали, и действительно, это такое психологическое давление, которое, я не знаю, еще усугубляло вот наше положение, в котором мы находились. Это бессилие, без, короче, отсутствие возможности какой-то, да, вот еще больше как бы это все давило. Сунам так и дальше, короче, русский мир, дальше смотреть, смысл есть. Цажим, так мудари хадис, своим пауошун хажаешь. Однажды сами говорят, что пророк Мухаммад, саллаллаху, дорогие сестры, для вас на заметку. Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху, говорят, прошла мимо него женщина. И пророк Мухаммад, саллаллаху, ушел быстро домой. И нашел его жена Зайнаб бинту Джахш. Она сидит, кожа обрабатывает. Сам знаешь, как это тяжело. Там какая-то все равно растворе, это пахнет и так далее. Кожа обрабатывает. Пророк Мухаммад, саллаллаху, он с ней связался интимно, саллаллаху алейхи, с нашей матерью Зайнаб, да, и возвращался и сказал этот хадис. Получается, дорогая сестра, если приходит к тебе муж, что бы ты ни делала бы, я уверен, ты не обрабатываешь кожу дома на сегодняшний день. Наши матери обрабатывали его дома. Мне один брат говорит, мы обрабатывали это дома, настолько это трудоемкая работа. Очень тяжелая, очень грязь, там, понимаешь, как грязь, как и так далее, как она воняет, женщина, от этой кожи. Все равно, если муж это хочет, ни в коем случае не откладывай. Ни в коем случае. Это очень большая проблема на сегодняшний день. Давай потом. Давай потом. И потом муж сидит там, страдает. Валлахи, я сейчас теперь хочу говорить как врач. Если у мужчины, между прочим, если у мужчины тестостерон зашкаливает больше, чем норма, он хочет, допустим, сейчас хочет, поверь мне, этот человек ядовитый. Все гормоны, злость и так далее у него очень повышены, адреналин и так далее, сердцебиение. Ядовитый, пока не решает этот вопрос. Мужчине нельзя терпеть это. Дорогая сестра, пойми, это твой муж не должен терпеть. Твой муж, как это захочет, прямо должен выполнять. Вот это пророк Мухаммад саллаллаху сказал, пусть идет к своей жене. Пророк Мухаммад саллаллаху Чего хазгыллах, чего сунна дух полностью, а денда дешь. Сунна, которую надо возродить снова. Не зуттяхивал, что это чуван.
Короче, салам алейкум, ялу хавен, веб, что, шоксуя. Мачуа движение, говоря. Так, Эрдуган, хадис. Какие бы люди ни сидели в собрании, где не поминали Аллаха и не благословляли, не делали салават своего пророка, это собрание будет для них, то есть сожалением, упущением, утратой. Если пожелает Аллах, накажет их, если пожелает, простит их. Термизи, не изадаться. Этот же смысл Термизи, да? Люди, покидающие собрание, в котором они не поминают Аллаха Всевышнего, покидают нечто подобное туше дохлого осла и испытывают из-за этого скорбь. Абу Дауд 4855 душонер хадис. Видите, так что Аллах и посланники упоминают о Иешуде в любом собрании. Только Риндетта, короче, что-то выстал, что это хадис делено, он садер. И сорт чувак изду, что-то диландов. Но судя по 30 с лишним хадисов, чувак Хабибич Балбалх и Болову, там Эпштейн вообще в сторонке курит где-то. С безбородыми мальчиками там, со всеми этими, потому что Эпштейн это не делал от имени Бога. Короче, Масуд Абишинчев, Терду Админ. Все уснули. Да, в фотках какие-то работают, действительно. Dik прозвонер. Самдоул. Чуркан чуржин эрдуакш. Движение бать. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا Да, има чего дохалыйматтыр. От Ирайнах Адамаду прокурор Машанчовыгин, короче, Карина полностью ванамудар цучуха и формулировки целахсу. Сейчас посмотрю. Да, и ролик пинчул полностью. Уже знамение.
цолтеха уже сюда юхвелла гуй. Це китаннахум нахти шаруэцо. Ну, одним словом, полностью херц закон дуй от Сирия был нахбац гражданский царь херц закон дуй шариаты, короче. Из дутор дать шашенька херцу ешал шариатский закон бошит. То есть, представь, да, уже десятилетиями от жесткий диктатура постоянно и чуть-чуть юшчаин был. Цена, короче, мелчок ахдалась. Хавала птеродактиль, уж все равно бишен бух, короче. Интересно, хочу или очень пистолета. Как раз уж бишен молча. Нормально. Та ушах перебивается, видишь. Чисто, что подискутировать, такой усал, худаться, действительно, та усал, та он делага, и усал, признать, надо их из неиспа. Любой. Уша, так долларах, умоляете. In this video, I'm going to show you a new faucet. It's called faucetworld.in. It's similar to our own faucet that you see here, where you just roll numbers and you can win some Bitcoin or other coins like we showed you before. But over here, you can basically, all you need to do is just wait. Admin, Машу, публикация, по-моему, последний умер. Милой золки, ну, милой цуа. Ща пророк, ща крутой, или пророк крутой боже. И хочу алхаузу реля просто, и сём кец. После этого та реакция хервития, птеродактиль, как раз он интересно хервилась. Ведущий хазил, хэштела, от чур. По-моему, последняя публикация, он машу чё. Телеги чё обогнулся. Видео, видео. Сегодня я перекинут его. Чеченец. Чеченец. Да, идем, да, я в это. А почему маршу, что он дается спубликованный, я моя листу, что да я ханти сам. Чеченец. Чеченец. Чеченцев я люблю. Ты какой-то этот? Ну. Натовский микрофон. У тебя борода. А что ты мне-то? Вспомнил пророка. Пророка вспомнил? Кто такой пророк?
посланник Аллаха. А говори громче, потому что будет хуй. Кто такой пророк? Пророк это посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам. Громче ты можешь говорить, блин. Это посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам. Посланник кого? Господа. Господа. А кто круче, пророк или апостол? Нет, я не разбираюсь. Кто лучше? Ну, кто круче? Посланник Господа. А апостол? Кто такой апостол? Не знаю. Не знаешь? Я апостол. Мне погоняло такой апостол. Вот теперь интересно. Посланник кого? Господа. Господа. А кто круче, пророк или апостол? Нет, я не разбираюсь. Кто лучше? Ну, кто круче? Посланник Господа. А апостол? Кто такой апостол? Не знаю. Не знаешь? Я апостол. Мне погоняло такой апостол. Кучуагуй птеродактиль. Вот интересно. Реакция джамаатов, реакция батальонов имени там Батиста Баэти, Шейх Мансур, имам Шамиль Маликов, имам Шамиль, там, я не знаю. Вот реакция на вот это вот. Кто круче, апостол или пророк Мухаммед? То есть, кто круче, Карпенко или пророк Мухаммед? Интересная реакция. Вот здесь, когда петушаться там, ты просто рассказываешь, когда изречение так называемое пророка, да, где речь идет о половом акте, короче, с ребенком там 9-летним, не достигшим половой зрелости и так далее. И когда пытаешься ты открыть глаза, да, не просто там я круче, там пророк не круче, не в таком формате, а просто ты видишь, что твое общество потихоньку дебилизирует, и ты пытаешься вот эту конечную остановку, да, куда это все идет, вот сразу преподнести и показать, глаза открыть, ты смотри, вот сюда посмотри, как ты можешь вот это принимать, как за это можно заступаться. И когда ты вот в таком формате пытаешься это преподнести, тебе тут всякая террористическая хрень петушиная. Петушица заходит. Петухи заходят и петушатся. Там якобы это сделаю, то сделаю. И вот интересно, вот адрес вот такого действия, да, хотя это чисто как бы насмешка, там нету ничего поучительного, там нету интереса какую-то информационную вот эту вот разъяснить, да, там действительно, что в этих идеологиях там находится. То есть это чисто такой, скажем так, ну, как бы это помягче сказать, просто, ну, обсирательство, я извиняюсь, вот этого твоих каких-то, я не знаю, чувств там или чего, чувства, не чувств, чувства дебила, да, который готов все, что угодно, короче, оправдывать. И вот реакция вот на это. Интересно, вот какая реакция всяких войск, там, всяких ОМОНов, РУБОП или как их там. Закончил. Время истекло. Просто реакция ваша, птеродактиль. Можешь зайти тоже, высказаться, если хочешь. Как вот на это реагировать? Все террористы петушатся, которые здесь, петушиные, террористические вот эти угрозы. Вот, как вы на это реагируете? Очень интересно мнение узнать.
Вообще как бы в упор не видно, да? Никто не хочет это видеть, просто полный игнор. И опять петушится вот в наш адрес, да? Где мы пытаемся, наоборот, просветить свое общество. Там Карпенко вообще по барабану, ему, там, грубо говоря, ладно, не буду выражаться, на чеченцев вообще, тем более он вот эту ненависть свою такую проявляет ко всем подряд. Ну, мы здесь как бы разъяснить же пытаемся. Алло, вот так здесь смотрите, как это ты можешь вот такие какие-то предписания, да, как ты можешь это не видеть, как ты можешь до того скатиться на такой уровень, чтобы вот это пытаться там оправдать, защитить, хотя бы просто это я не могу никак, я против этого, хотя бы вот такое какое-нибудь высказывание уже достаточно. Нет, но имеется в виду, вот здесь ведется просветительская работа, просто зная, короче, ситуацию чеченского народа, как бы мы пытаемся своим соотечественникам это донести, открыть им глаза, и наоборот, чтобы они не опускались в эти дебри. А тут чисто прикол здесь такой, да, прикалываться, там, кто круче, я там или пророк, я апостол или пророк, кто знает, вот я апостол, если ты не знаешь, мое погоняло там туда-сюда. И просто вот отношения. Я сейчас не имею, там, не пытаюсь, короче, против этого там кого-то противопоставить. Это, в принципе, этот апостол Карпенко выглядит в разы как бы лучше, симпатичнее. Потому что он вообще плевал на всех, даже там, да, ему на чеченцев там по барабану, на весь народ, он готов там всех запачкать, но он вот как бы на позициях Украины стоит. Хотя я вот в нем, например, лично я, как вот чисто мое мнение, сомневаюсь, и я его все-таки вижу русским. То есть, который внедрился в среду украинцев и вот эту свою русскость как бы проявляет. Я могу ошибаться, просто чисто мое мнение. Тем не менее, вот то, что он позитив в адрес Украины делает, это невозможно оспаривать. А вот эта ненависть, проявляемая ко всем чеченцам подряд, вот это настораживает вот этого персонажа, то есть, что у него что-то там русское внутри какой-то русский сидит. Но это мое как бы мнение. А вот мнение птеродактилей, мнение будулаков, мнение там террористов всяких, петухов, которые петушатся, и простых птеродактилей, которые сюда залетают, тоже, короче, начинают на себе тельняшки рвать. Вот ваши отношения, он чисто с ухмылкой же это делает, да, там, чисто кто круче, там, пророк, там, или апостол, апостол это я. Так и не будет никто это видеть, да, из вас в упор. То есть тогда мы понимаем, да, что все, что здесь происходит, это умышленная, петушинная вот такая атака. То есть на нас специально делается атака всех петухов, специально взбунтовать, и чтобы, имея в виду террористов. В глубокое подполье, да, на другую платформу. Будем искать другие платформы тоже.
пускай альтернативную информацию тоже общество слушает и делает выводы. В первую очередь мы мусульмане, а потом чеченцы. Это человек, недочеловек высмеивает нашу религию и наш народ. Нет, в первую очередь мусульмане, потом чеченцы быть не может. Если ты мусульманин, ты не можешь быть чеченцем. Забудьте об этом. Все, что делал пророк Мухаммед и его сподвижники, если среди чеченцев он появился бы, его изгнали бы. Все, что делал Мухаммед, это является полнейшим позором для чеченцев. И его сподвижники что делали? Все его действия абсолютно от А до Я. Поэтому, если ты мусульманин, можешь забыть. Ты повторять будешь на языке, говорить, что ты чеченец, ты никакого отношения к чеченцам не имеешь. Maršal dušu cienbol nohči. Dīts lūša mācārso, te lāca dīkšs savulso. Kıtayirçum havordaras nohči ādat tu boğu şuenu alil ştol. Marketer olsunaq. Jimna goqçun marketere iza xazdik ādat tu. Cundu halvay ma boğuşlats. Ama uşi mahram boğutuş bol tegri zudri marbet balır iza dinan duhol doğuş irç özdu cundu. Masala hagerger stegri hahusamnen marketer. Yaşıçvay uşi marbet balır. Dağla hor barş staganet edilandu. Şeçur zudarşan doldur. Üşlar bar üş am var. Atanca mahram boğutuş bol tegar kser kük saititer otsi odoğuşlu. Oqtaku boğun elca, şiyeşiçiyen markeç, şiyehaçi çuahta metta yol baha, komadar elç. Kapun dasnansa kung nohçal zadīcen, un tavan tievētan dol hal mūdon elca nohçal dīcina masara. Šāvega sūrš āmaš, busal din āmaš, magamet cetūk šebiešana, daktei nēklaš dol, zudrišain jausvani čurbāga elč ērboļbu. Nohçal dīcin masara. Masara elč nīshirdāts i dīc daza nahbu, zara cāsovu. Zandir, hakun dasnansa kunna teip tukumu kung i dīcen elča, i cadīč caulso, kunga ištarsana nohçal cayušbol nāj. Šiešičana, šie gerga zučana, isag markiječ vācaha, od staga dagovič du šie kīraha, šie hačič vaha, ca metta dūli, od zučan markeč. Iza gamarčukija, uorholč viekīra, Muhammad boš, ta šie halgien dolca daluš, mārā bol zudriš, šein karbiakč, cānt ol bol magdieš. Da imna zudarš cāni louš, šta šie halgien dolca daluš sega qiyataman tiabish nach borsh. Haqara shayts dus nohchal. Dela wayquza goytardu nohchallana busal dinana oshia bastnal khilar masal sanna agor sandoshi undat busal dina nohchalla. Ara hajta ol shmet tigyu busal tagashi da hara yattu balat tsawan wawiyes sha arbaya языческий айш тубганти оба ala mütahhilar arbashana ternizmana qurt galkhilari bilgal duaqsh. Shun magar quzaha zudri tegri şavega çuçuğuyartan tethiyaku şoşi tiyabiyash kah dedu quzadek şort dünyen xamaşkaha masalşlu quza zudri hizbin hılar iznasilavat min hılar hara khazumadu tsenhumadu hometta markiyata megşdu qodi ezar adama hor şaraha oşi tetiyina bay'a boyuş hara tsenhumadu dal duqdiya shumadu bahoknah vay markiyatara silah tsenç dakt şiye gergerlu çağdaya şişiçen markiyatara iza büyükhum du bahwek hoknah yuh hoknaha şeş nohçi du bahwek nohçala qeçneyek kiyatan bu saldina gamarşuqa ayna çağıl qulq hummadu çxilla etstiya büyüş bola karavanç tiya bolna ana tiliyeç şenkaryo güvaqş oç molş şeysaqıyoşlalla ne xumdui nohçikant nohçik onamilu qiter velçe şi roduk yaxşwe guis yubogdu şi halriyen doldaluş kantus zudre büyüç tsahuli zudriş şi deg yuqa deg düyüç tsahuli nagan yuqa wasalloşdus ots nohçi yuqirkanç kent şiçhuli mehçhuli lulxohuli markaçul daha ots yurta beş bolna ana ots mahqaşna xuqşa ots tagana izuda mekşhulşat i marqatya tsuni yişuboldus hasavaşuboldus markaçul daha tsanna agu iyalu yişul şuatsiqi delaha hoqni qiyetam qiyetam bu şundiya zanım dat iditiç ama şeydin am başdal harih urdaş asbo kudu her nax
Аха шейхачи чадолчун дол цадалуш хилвол сага пайгмар винцун дябешна боцун дейра кайга цадало шей халгиен дол ама хака худадис шаша нохчала хадан балах هرتموات عدبت بيس توارديش يتن يلا سيلات عديتيس هو شي عربوي بوي شي بوصل بيجي تيغاليا هي ساقا شاش نوخشي دوتsa بوش شي سيلات تموات تقوى بالبيس تو عديت بيس تا عادج عديت بيس عادج دات ايدل اولسنا نوخشي بانتا عادج عربوي شدو نوخشي عادج دات نوخشي ايدل دو هرشا تاكوچر دابول بيس شاش نوخشي خلش داتي شاش نوخشي الله خدي نوخشي شيطاني بوستsa بيسقا نوخشي چونشي شيچن مرقاتشا حسن خچي جو هما ميتا تسيول ادوقواك حخلش ولا نوخشي خل واتع تخموات تقايدل عددتي كوري هوريو ير هنوخشي وتسبوش تاتنا خلسوكس محمد نيغان ايتر شياشا شيچي الو ميكشتو الو مصل داليچا ويهون نيچاگينا شيچي الو اشبوش شنگوش لوهر تغانا شن مگرا هوخ بوصل بساقا هما يحتغيتشا مدر حباخوك شيچن شا مرقاتشا شي خچي جو عدق ميتادول قانا هوقار ويغا مجالزول كانتنا كيغدلا زون مرقيتا زون حاجة تميك بوردو هوقار شيجي مو ويشي كانت ياتسا والا تميك بوردو هوقار شي إمام أحمد وسن إتيات إيوخش ويو هروي إش дадойта. Не дозволяется мужчине смотреть на постороннего красивого безбородого юношу. Также не дозволяется смотреть на некрасивого безбородого юношу, но с вожделением. Так что он смотрит на него и получает от этого наслаждение. Но бывают исключения. Если есть необходимость смотреть на него, как, например, он ведет с ним торговые дела, или он обучает его вопросам религии, то в этих ситуациях, когда есть необходимость смотреть на него, то ему дозволяется смотреть на него. Самое юдерс шейзадул шашмюшду дагдайт. Ячун силалла озгамашука. Цацахила ячун хираячун. Адикюл марш ойл. Да, нельзя смотреть на безщичен мерк етунцемек. Он дельчи еле мекшу. Безбородый мальчик, антихаж хунцемек. Он дельчи тюнс бачи базили, елу мекшу. Афганистана, елу дует акуит. Но эячка, что не одинаково вам будут в раю безбородые мальчики, словно жемчуг, обслуживать вас, Боже. Так, и за потихоньку он арму штук муха без. Так, ладно, куда, наверное, поезжу на Гердуху, все равно Бишин был ведущий. Короче, еще раз повторяю, все показанные здесь видеосюжеты, ролики, не соответствующие там правам человека, не соответствующие международному праву, не соответствующие нормам ТикТока, полностью осуждаем, не поддерживаем. Эти ролики там вещались с целью документальных каких-то доказательств, да, там исторических, нынешних, то есть чтобы разъяснить, как людей, как над людьми производят манипуляции, и как можно людей радикализировать, как можно там управлять обществом и тому подобное. Массу кучу. Короче, вот и лайк мелин наг сердечк мел хватты наг соухач мел делаг мастерна дерес хуйбелсел дует штинчуна поддержки ящена мастерна делте хабертю кучу био баглие чан био баглие ящен био баглие ербол чана чулел что беспределу что полностью Юния, да, хажина цермел волштег заранее, короче, после штунду сунабел был мейла Путин, набело и Путин мел виещен, от Путин, от резко шитерла, амчак мел бахчен,
Elde haber köy, marş oil, hadi köy. Smoke rises high over the earth, the ashes falling like black snow. They bind our hands, they drag us forth, where the freezing waters flow. The general smiles, he counts the prize, 46 flowers for his crown. But he does not see the wolf in our eyes. We will never bow down. The bridge is narrow, the drop is deep, the river roars a hungry song. Promises made that we must keep, to the land where we belong. Oh, Teddick River, take us home. Better the grave than a golden cage. 46 daughters, flesh and bone, turning the history page. One look, one step, together we fall, together we fly, taking the fear with us as we هيدير لك آخر الوديع، هيقوم موت بسبيل وديع. وقتش أزيدوش زمني يوزاشكا دياردو سويسين وربيع عيزن أورم هيدير لك هيقوم موت.
происходит.